Доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Заряжаемся на плодотворные, на добрые и позитивные новости. А чтобы они были максимально полезными и интересными, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров, по традиции желаем вам бодрого и доброго утра. Но сегодня в течение часа вы узнаете, главная воздушная гавань республики, предприятие «Аэропорт Якутск» отмечает 25-летие. Узнаем, как работает одна из основных служб аэропорта – служба транспортного обеспечения перевозок. Мы продолжаем рассказывать об уникальных местах Момского района. Сегодня мы расскажем о Большой Момской наледи, которая является самой большой наледью в мире. Почему туда приезжают туристы и что еще можно увидеть в природном парке Момский. Одевайтесь стильно, с минимальным бюджетом. Сегодня в нашей рубрике мы расскажем, что зима – это не повод выглядеть уныло и кутаться в большое количество свитеров. А в Бахчисарайском парке родился детеныш пони с необычным окрасом. Все это подробнее мы расскажем в течение часа во время нашего эфира. Друзья, будьте с нами на связи, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», а также поздравляйте своих родных, любимых с важными для них датами по номеру 8 914 273 44 88. И мы поздравим их в прямом эфире нашей программы. Ну а сейчас давайте узнаем, что произошло, пока мы спали. Вчера в селе Нью-Ленского района произошло очень приятное событие. В селе появился новый сквер с тротуарами, игровыми зонами и спортивной площадкой. Новый объект строительства стал украшением села и местом отдыха и детей, и взрослых. Якутские спасатели в Нерингринском районе вывезли из зимовья мужчину, которому стало плохо. 66-летний житель взял двоих собак и отправился на зимовье, но связь с ним прервалась. А потом местные жители увидели возле Нерингринского водоканала его псов и забили тревогу. Местные обратились к спасателям, и мужчина был спасен благодаря своим псам. Варвара Корякина стала абсолютной чемпионкой в Корее. Но Вайс – это престижные соревнования по бодибилдингу в Корее. Варвара – мама в декрете и давно занимается бодибилдингом. Она живет в Корее, и стать абсолютной чемпионкой было ее давней мечтой. Вот такие добрые новости произошли в то время, пока мы с вами спали. И скажите, друзья, действительно приятно с ними просыпаться. Ну а сейчас мы узнаем, какая погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 5-6 градусов со знаком минус. В Заречной группе 6-12 мороза. В южных минус 5 в Алдане, минус 9 в Нерингре. В Вилюйской группе 2 со знаком минус, в Нижнеленских от 3 до 4 ниже 0, в западных минус 3. В Колымо-Индигирской группе Улусов 5 градусов мороза в Зырянке, 20 градусов ниже 0 в селе Хану. В Янских от 11 до 18, на северо-западе от 3 до 12 мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 5 градусов. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой снегопад, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный подует с порывами до 9 метров в секунду, а днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 2 градуса мороза. Но на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 27 октября 1905 года состоялась церемония закладки русского броненосца «Император Павел I». Главным строителем боевого корабля стал инженер Владимир Оффенберг. Основой проекта судна послужили броненосцы типа «Бородино». Броненосец «Император Павел I» был спущен на воду 25 августа 1907 года. Но какие даты и события, связанные с сегодняшней датой, давайте узнаем далее. На календаре 27 октября. Сегодня отмечается Всемирный день аудиовизуального наследия. По народному календарю в этот день отмечается память святой Параскевы Сербской, жившей в XI веке. По количеству грязи в этот день удили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось 4 недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной. В этот день, в 1672 году, состоялся первый спектакль в комедиальной хоромине, первом в России театральном здании. В 1873 году подана заявка на патент колючей проволоки.
Джозеф Глиден, американский фермер из штата Иллинойс, 27 октября 1873 года подал заявку на патент колючей проволоки, придав ей тот вид, в котором она используется и сегодня. В 1927 году в Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи, сегодня Ленком. В 1951 году для борьбы со злокачественными образованиями впервые применено радиационное облучение. В 1984 году состоялось официальное открытие сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали. В этот день родились Джеймс Кук, английский мореплаватель, путешественник, картограф; Никколо Паганини, итальянский скрипач и композитор; Иван Мичурин, русский биолог и селекционер, академик. Только в 51 год Мичурин начал печатать свои научные работы. За вклад в селекцию новых сортов плодовых деревьев в 1912 году получил орден Святой Анны. Популярность мичуринских методик шагнула за пределы России. Плодовые сорта селекционера занимали значительные площади в США и Канаде. Теодор Рузвельт, 26-й президент США, Нобелевский лауреат. Роберт Фальк, советский и русский живописец. Михаил Жаров, советский актер и режиссер театра и кино, народный артист СССР. Лидия Русланова, советская певица, заслуженная артистка РСФСР. Николай Караченцев, советский и российский актер театра и кино, певец, народный артист РСФСР. Игорь Бутман, российский джазовый музыкант, саксофонист, народный артист России. Ванесса Мэй, британская скрипачка китайского происхождения, горнолыжница, певица. Именины в этот день отмечают Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Николай, Петр и Прасковья. Сегодня, 27 октября, день образования акционерного общества «Аэропорт Якутска». Сегодня предприятие отмечает 25-летие. Аэропорт Якутск – это развитая инфраструктура, большая маршрутная сеть, тысячи пассажиров и десятки рейсов каждый день. Аэропорт обслуживает до 45 рейсов в сутки. В обслуживании пассажиров и в обработке груза и почты принимает участие большое количество разнотипной техники. Служба транспортного обеспечения перевозок – одна из основных служб аэропорта. Кто эти люди, которые обычно бывают за кадром, но благодаря их работе зависит регулярность и безопасность полетов, мы поговорим с нашим первым гостем. У нас сегодня в студии Денис Масленников, инженер по эксплуатации спецоборудования автомобилей службы транспортного обеспечения аэропорта Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Вы работаете уже 7 лет в аэропорту Якутска и начинали водителем спецтранспорта. Да. Вот расскажите особенности вашей работы. В чем она заключается? Наша служба – это единственная техническая служба, которая непосредственно соприкасается с пассажирами. Но пассажиры – это самое главное для аэропорта. И что вы делаете? Наша служба занимается коммерческим обслуживанием, то есть это доставка пассажиров с воздушного судна или к нему, загрузка почты, багажа, груза. Те самые автобусы перед тем, как заехать на взлетную полосу. Именно это мы. А скажите, какие еще службы есть в аэропорту и с кем ваша служба взаимодействует чаще всего? Вообще в аэропорту более 20 служб. Непосредственно мы, конечно, взаимодействуем со службой организации пассажирских перевозок и службой организации почтово-грузовых перевозок. И также с авторемонтными мастерскими, которые занимаются ремонтом нашей спецтехники. За что вы любите свою работу? За то, что там всегда интересно, что всегда есть что-то новое, что-то занятное. Вот коснулась ли программа обновления спецтехники именно вашей службы? И расскажите о функциях службы. Участвует ли она в обслуживании пассажиров? Да, наша служба непосредственно участвует в обслуживании пассажиров, груза, почты, багажа. Обновление техники за последние 3 года мы обновили наш автопарк. То есть мы приобрели новую машину для загрузки багажа с подъемным кузовом, новый изотермический фургон для бортового питания. Также приобрели амбулифт для загрузки маломобильных пассажиров воздушных суда 3-го класса. И сейчас планируется обновление перронных автобусов, автотрапов, новых ленточных транспортеров.
Ну вот новое оборудование, которое приходит, оно как-то кардинально отличается от того, что было? Или же как бы... Оно более современно, Мгм. то есть более удобно для эксплуатации. Э, Также у нас в силу нашего климата морозы, и вот техника приходит уже, которая более подготовлена к ним. Мгм. То есть уже специально готовят под холодную зиму? Да, да, северный вариант так называемый. Мгм. Ну, действительно, наверное, наш аэропорт, он, наверное, один из самых холодных, да, в мире. То есть Ну да. зимой до минус 55, 60 не было, но больше? 55, Я да. однажды вылетала из города Якутска, когда было минус 54. Замерзла дверь багажного отделения. Вот. Да. Кстати, бывают, наверное, какие-то трудности. Вот как вы с Да, ними справляетесь? бывает то, что техника все-таки в такой мороз при длительной эксплуатации, ну, немножко замерзает, поэтому приходится аварийно как-то избавляться от этих проблем. То есть там, в случае автотрапов мы там аварийно поднимаем его триггеры, отгоняем. То есть, наверное, встречались с таким, то, что у нас бывало такое, то, что автотрап примерзал под самолетом на время вылета. Но это все быстро справляется, потому что коллектив у нас опытный, работники работают уже некоторые по более 20 лет, также передают свой опыт новому поколению. А с какими успехами вы встречаете вот этот юбилей? 25 лет, четверть века. Ну, важнейшее событие для аэропорта Якутск — это у нас реконструкция взлетно-посадочной полосы с 2018 года. Без приостановления полетов было отреконструировано более 1500 метров аэродрома, взлетной полосы, перрона. Ну, Денис, я думаю, что вы тоже совершаете поездки, да? Вот наш аэропорт, вот с каким можно аэропортом сравнить? Вообще вот С если... аэропортом в селе Хану. Ну вот на ваш взгляд, может быть, или вы были в каком-то аэропорту, в котором вы вот посмотрели что-то, увидели и сказали, я вот хочу, чтобы это было. Ну, у вообще нас. сейчас аэропорт Якутска у нас стремится к тому, чтобы быть не то что как все, а может даже лучше. Поэтому мы совершенствуемся как личным составом, так и самим предприятием. Выходим на новые уровни, обучаемся, совершенствуемся. Большое спасибо. Мы с удовольствием присоединяемся ко всем поздравлениям. Поздравляем вас, ваш коллектив, а также вашу службу аэропорта Якутска с такой замечательной датой. Спасибо. С праздником. Спасибо. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В Якутске собрались руководители региональных авиакомпаний, дальневосточных аэропортов в рамках стратегической сессии. Представители отрасли обсудили повышение качества авиаперевозок в регионе. Как отметил глава республики, объединение усилий дальневосточных авиакомпаний особенно важно сегодня в условиях беспрецедентных санкций. Это позволит консолидировать решение вопросов расширения маршрутной сети, повышения эффективности деятельности авиакомпаний, аэропортов, роста качества и доступности авиаперевозок. Также глава республики отметил необходимость продолжения реконструкции республиканских аэропортов и ремонта воздушных судов. Опыт якутских коллег, трудно оценить, он огромный, поэтому, я думаю, будет большое такое содружество и обогащающее всех авиаторов вместе, потому что опыт одних можем передавать другим. Это сотрудничество, интеграция пойдет на благо всей дальневосточной авиации. Основной целью создания дальневосточной авиакомпании по поручению президента – это доступность Дальнего Востока. Что такое доступность? Это регулярные полеты во все труднодоступные населенные пункты с максимально дешевым билетом. Погрузка якутского угля Ильгинского месторождения увеличилась на почти 24% и достигла 13 миллионов тонн. В целом выросла и погрузка дальневосточного угля на дальневосточные железные дороги. На экспорт отправили более 19 миллионов тонн. Выступая на Восточном экономическом форуме, Владимир Путин заявил, что прежнее решение не расширять Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали было принято ошибочно из-за недооцененных объемов перевозок, прежде всего угля, на восточном направлении. Но ситуация, по его
его словам, исправимо. По поручению Путина идет модернизация восточного полигона, благодаря которой к 2024 году предполагается увеличить пропускную способность магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 180 миллионов тонн в год. Ну а жители Якутии внесли предложение по упрощению процедуры оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В рамках свободного ответа жители Якутии внесли предложения по упрощению процедуры оформления субсидий, такие как автоматическое продление, сокращение списка необходимых документов, либо самостоятельный сбор документов территориальными органами, а также по изменению шкалы доходов. Все предложения будут проанализированы и приняты к рассмотрению для упрощения предоставления госуслуги. Национальный художественный музей запустил гражданско-патриотическую неделю «Габышев Уик», посвященную 120-летию со дня рождения якутского ученого Михаила Габышева. Этот год является юбилейным не только для самого мецената, но и для его коллекции западноевропейского искусства, переданной в дар Якутии 60 лет назад. Цикл мероприятий откроет интерактивная инсталляция «Память», состоящая из посланий посетителей, оставленных в разные годы деятельности галереи. Каждый сможет стать одним из авторов инсталляции, оставив свое послание. Одним из главных событий недели станет круглый стол «Время и окружение», посвященный жизни, научному и культурному наследию профессора. Посетить мероприятие и познакомиться с коллекцией воочию прилетела правнучка Михаила Федоровича Татьяна Габышева. Мне бы хотелось на самом деле лучше понять своего прадеда, чем он интересовался, чем он жил, и сделать это через те произведения искусства, что он оставил. Потому что мы с ним, скажем так, во времени разминулись. Я, к сожалению, вживую уже с ним не знакома, только по рассказам. И мне бы хотелось, на самом деле, посмотреть на земле, на которой он родился, потому что для меня он человек выдающийся, с необычной жизненной судьбой, и я хочу понять, вот как формировался его характер. Где-то, наверное, потому что я отчасти тоже хочу на него быть похожей, чтобы мной тоже гордились мои предки. Новая бригада врачей из Якутии при необходимости поедет в Донецкую Народную Республику на замену работающих сейчас там медиков. Бригада врачей из республики, которая в данное время оказывает медпомощь мирному населению и военнослужащим в Кировском, после трехнедельной работы вернется домой. Напомним, с просьбой об отправке специалистов главе региона Айсыну Николаеву обратились председатель правительства ДНР. Всего в бригаде 10 специалистов – неврологи, УЗИ-специалисты, офтальмологи, кардиологи и рентген-лаборанты. Врачи оказывают медпомощь жителям региона и военнослужащим. Русская гуманитарная помощь и Якутия продолжают совместную работу. На встрече в постпредстве республики стороны обсудили, что уже сделано и что еще предстоит. Так, от якутян в самое трудное пиковое время для мирного населения Донбасса было передано около 60 тонн продуктовых наборов. Кроме этого, медикаменты, предметы первой необходимости, медицинское оборудование, строительные материалы. Помощь от республики поступает и по сей день. В подшефном Якутии городе Кировская жизнь налаживается, отмечает генеральный директор русской гуманитарной миссии Сергей Шевчук. Объекты восстанавливаются. Также в данное время отмечают нехватку учебной литературы для школьников. Республика Саха-Якутия, наверное, был один из самых первых, если не самый первый субъект Российской Федерации, который откликнулся на призыв о помощи пострадавшим людям в Донбассе. Еще раз хочу поблагодарить республику и представителей за помощь, за то участие, неравнодушное отношение к проблемам людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Спасибо. 200-м ребенком стал маленький Даут. Он третий ребенок в семье Шумисат Микаева и Зелимхана Дадина. Даут родился 12 октября весом 3 килограмма 780 граммов, ростом 58 сантиметров. У него есть 2-летний старший брат и 16-летняя сестра. Молодой маме от администрации Ленского района вручили сертификат на сумму 100 тысяч рублей, а также сертификат «Дети столетия» с номиналом 100 тысяч рублей, который в этом году выдается каждому новорожденному якутянину в честь столетия образования якутской автономии. Какой богатырь родился! Да, действительно, и очень хорошая поддержка. Очень даже спасибо большое администрации и всем, кто участвует. А на что вы будете тратить? Ну, все для блага деток будет у нас.
действительно радость в семье и еще поддержка такая очень хорошая. Ну, конечно же, хотелось бы пожелать здоровья малышу, его маме, ну и чтобы старший брат с сестрой поддерживали своего братика, который отмечен таким замечательным числом, 200-й ребенок. Замечательно. Ну а мы продолжаем знакомить вас с удивительными местами в Якутии. И сегодня мы продолжаем рассказывать о природном парке Момский, где расположено сразу несколько достопримечательностей. Мы расскажем о Большой Момской наледи, которая является самой крупной наледью в мире. Чтобы ее увидеть, туристы преодолевают долгий и сложный путь с административного центра Хану. Нужно проехать по реке Мома почти 200 километров. Наша следующая остановка – местность Кытыл. До Большой Момской наледи по реке Мома нам предстояло проехать еще 50 километров. Уже по мере приближения к местности Улахан-Тарын можно увидеть конус потухшего вулкана Балаган-Тас, высота которого достигает 992 метра. Наверху есть геодезический знак, возле которого туристы и участники научных экспедиций оставляют памятные записки. Большая Момская наледь – это самая крупнейшая в мире наледь. В мире. Она простирается где-то от 25 до 35 километров в длину. Ну, это в разные годы разная длина у него. Это зависит все от осадков и от наличия воды, выступающей зимой. Через несколько часов мы прибываем в местность, где находится Большая Момская наледь. Большая Момская наледь находится в километре ниже устья Эйюмю. Эйюмю в переводе с эвенского языка означает «незамерзающая река». В разное время года эта наледь может достигать и протянуться до 30 километров, а быть высотой от 3 до 4 метров. Сейчас в Момском районе уже сентябрь, к сожалению, наледь уже растаяла. Именно такое увидела уникальный объект Юлия Прошкина, туристка из Башкортостана. Юлия по профессии бизнес-вумен, но фотограф по призванию. Две ее страсти – путешествия, фото-видеосъемка – привели ее сюда, в один из самых отдаленных районов Арктики. Признается, приехала за вдохновением, ведь новые миры всегда окрыляют. Заповедные места, которые создают вода, ветер и само время, впечатляют намного больше, чем то, что создают люди. Самое впечатляющее все-таки был, наверное, одна из ночей на Момской наледи. Когда, это, наверное, вторая ночь была, когда мы там гуляли. Это был, наверное, самый красивый закат в моей жизни. Все небо вообще светилось и на востоке, и на западе, и вообще по всему какие-то отблески были. Большая Момская наледь – это слоистое ледяное тело, которое образуется зимой путем замерзания речных и подземных вод. В течение зимы наледь постепенно увеличивается. К концу марта ее длина превышает 30 километров. Это очень красивый участок реки, привлекающий спортсменов-водников, а также фотографов, которые мечтают запечатлеть уникальную красоту. Несмотря на отдаленность арктического района и высокие цены, в последние годы интерес к экстремальному туризму в Якутии сильно возрос. Дикая первозданная природа, красивые пейзажи, рыбалка привлекают все больше иностранных туристов. Большинство туристов, которые едут в Момский район, хотят попасть именно сюда, на Большую Момскую наледь. Ведь именно здесь они ощущают всю мощь природы. Все, что волнует людей в больших городах, остается далеко за полярным кругом. Здесь успокаиваются мысли, забываются проблемы, а главное, Арктика мистическим образом влюбляет в себя раз и навсегда. Всех, кто сюда приезжает и хотя бы один раз увидел, как танцуют Момские горы.
красота. Да, Несмотря такая на то, что смотришь на ностальгия снег, все равно сразу. тепло так становится. Я сразу Да. вспомнила нашу поездку, когда мы ездили в апреле, и как там было холодно. И вот эти вот 2 пуховика, как я куталась. Вот там действительно было очень даже не до моды. Действительно, но я тоже могу сказать, что очень часто бываю в поездках и на самом деле так особо за модой не слежу. Но следующий наш сюжет будет посвящен именно стилю. Да? Для мужчин. Для мужчин? Для мужчин. Как этой зимой выглядеть стильно, красиво, успешно, еще и при минимальных затратах. Хорошо, надо посмотреть. Доброе утро, друзья! Я стилист Бронислава Май, и сегодня в нашей стильной рубрике «Одежда для мужчин». Я знаю, что многие спрашивают, а как же одеваться красиво и классно мужчинам? Я вам так скажу, каждый мужчина может одеваться, как ему вздумается, потому что это его выбор. Но мы сегодня специально для вас подготовили классные рекомендации о том, как же все-таки можно интересно и стильно одеваться мужчинам. Самый главный и простой прием того, как гардероб можно разнообразить, это использовать прием многослойности. Многослойность отлично смотрится, вытягивает силуэт и создает контрастные полосы. Здесь у нас светлая футболка в сочетании с клетчатой рубашкой. Это достаточно простое сочетание, которое хорошо будет смотреться в комбинации как с брюками, так и с джинсами. Помните, что лучше всего рубашку расстегивать на полные пуговицы для того, чтобы это смотрелось красиво. В зимний период многослойность может быть более плотной и более теплой. Здесь мы с вами выбрали шерстяную водолазку в хаки оттенке. Также здесь у нас сверху джинсовая рубашка. Она выполнена из мягкой джинсы, поэтому она пластичная, удобная и комфортная даже для носки в зимний период. Такую водолазку можно носить в сочетании с пиджаками или кардиганами. Также хорошо она будет смотреться для самостоятельной носки с джинсами или брюками. Помните, что очень важно иметь ремень на джинсах, потому что именно это придает образу лоска. Если вы нашли любимые джинсы, обязательно приобретайте сразу 2, потому что процент износа джинс и брюк в мужском гардеробе очень высокий. Также здорово будет смотреться, если вы приобретете сразу разные по цветам джинсы. То есть более светлые джинсы вы можете сочетать в комбинации с пастельными оттенками. Темные джинсы могут быть базовыми, и вы можете их сочетать с чем угодно. Также хорошо, если в вашем гардеробе будут хотя бы одни брюки. Но какие брюки стоит выбирать? Выбирайте мягкие, удобные брюки, которые не сдавливают и не сковывают ваши движения. Именно такие брюки вы сможете носить как и в офис, так и в повседневной носке. Такие брюки будут хорошо смотреться и с рубашками, да, и с различного рода свитерами, кардиганами, и даже с пиджаками. Поэтому такие брюки я считаю незаменимыми в мужском гардеробе. Шерстяной свитер в нейтральном оттенке в мужском гардеробе – вещь незаменимая. Такой свитер может быть совершенно универсальным. Вы можете носить его весь зимний период, сочетая по-разному, подбирая разные брюки и джинсы. Также здесь есть верхний замок, вы можете его расстегивать, под низ добавлять разного по цвету футболки и рубашки. Поэтому такой свитер может быть отличным вторым слоем, который будет делать ваш образ комфортным и уютным. Универсальная вещь для любого мужчины – это худи. Мы все привыкли к этому предмету гардероба, и сейчас он является, скажем так, основным в гардеробе и мужчин, и женщин, и детей. Но именно худи делает ваш гардероб более комфортным. То есть в такой вещи вы можете отправиться на встречу с друзьями, в кино или даже быстренько сбегать в магазин за продуктами. Поэтому выбирайте худи в ярком цвете, чтобы ваше настроение всегда было на высоте. Носки – самый главный аксессуар в мужском гардеробе. Именно он задает тон и настроение. Ну и, конечно, доставляет очень много неудобства, если вдруг теряется. Поэтому носков в гардеробе мужчины должно быть много. И если они будут разные, это даже и хорошо. Поэтому выбирайте яркие носки, дополняйте свои образы, и тогда ваш гардероб заиграет новыми красками. Так, побольше разных цветных носков, разных. Да. Да. Но, кстати, я где-то слышал про человека, который вообще не запаривается и разные носки надевает. То есть ну, так одна нога левая, другая правая. Детский розовый носок, который его. Ну, а мы переходим к следующей новости. Обезьянка младшего возраста в московском зоопарке впервые показали детеныша мандрила. Впервые зоопарк опубликовал кадры, на которых видно этого детеныша. Маленькая обезьяна гуляет вместе с мамой Юмбой по вольеру. Примат родился в ночь с 17 на 18 августа и стал вторым ребенком в семье московских мандрилов. По предварительным оценкам специалистов, новый член семейства абсолютно здоров. Такой довольный, висит на мамке, все у него хорошо. Жизнь удалась, и прописка московская, и мама рядом.
Действительно, ну слушай, сразу вот детеныш появляется и чувствует маму прямо на... Ну, каждой маме все равно нужно когда-то выходить на работу. Что касается мандрилов, за них не скажу, но у нас есть замечательная возможность, когда есть детские сады. И вы знаете, не так давно я принимала участие в рамках проекта «Испытано на себе», где испытала на себе профессию воспитателя средней группы. Что из этого получилось, друзья, мы увидим чуть позже. Ну а что же это такое профессия воспитатель, мы узнаем далее. Выбор профессии, наверное, у меня еще с детства сидел, потому что я выросла в семье педагогов, и педагогика, она была со мной рядом всегда, с самого раннего детства. Я и с бабушкой, и с теткой, с дедушкой. Бабушка с дедушкой у меня вообще заслуженные учителя Республики Саха-Якутия. И получается, я постоянно была в этой сфере. Потом младшие братья, сестры, соседские ребятишки. Вот это все, вот организация игр ежедневная. И в итоге, в конце концов, уже именно в дошкольную педагогику у меня, наверное, помогла прийти моя собственная жизнь в детском саду и мои самые любимые воспитатели, которых я до сих пор помню и с теплотой вспоминаю вообще всю мою жизнь в детском саду. И, наверное, вот из-за того, что захотелось сделать так, чтобы и другие дети с таким же удовольствием и с такой же радостью приходили в детский сад, вот я и пришла, наверное, в эту профессию. Я работаю в этой сфере с 2005 года, с небольшими перерывами на собственных детей. Свой первый выпуск я, конечно, помню. Это мои самые любимые. И они сейчас многие студенты. И даже я была приятно очень удивлена, когда вот ребята уехали из города Якутска уже и находят меня в соцсетях, благодарят и вспоминают с теплотой. И вот прямо это вот очень за душу берет. И я их, конечно, всех до одного помню. Я пришла в эту профессию осознанно, поэтому таких прям больших сложностей не особо. Вот единственное, наверное, вот бесконечная документация. Бесконечная, которая, ее очень много. Мы собираем информацию от родителей, первичную, а потом ребенок, он все равно ведет себя немножко по-другому с родителями. И у нас в саду с нами все же мы с самого начала мы немножечко чужие, да? Потом это мы уже приживаемся, уживаемся, привыкаем друг к другу. И для начала, конечно, вот родители рассказывают, какой ребенок. Потом мы уже начинаем присматриваться, приглядываться. Если не получается, пробовать разные варианты взаимодействия. Ну и в итоге все равно становимся родными, и ребенок уже ведет себя с нами так же, как с родителями, раскрепощается. Время постоянно идет вперед, и жизнь меняется, и надо успевать за всем этим. И дети меняются, интересы детей меняются, и поэтому вот надо тоже с ними вместе в ногу идти, чтобы быть интересным детям, чтобы можно было заинтересовать вовремя. Тогда ребенок будет приходить с удовольствием в детский сад. В эту профессию идут только, ну, на мой взгляд, идут энтузиасты, да, потому что в основном педагоги, они работают от души. За карьерой или за деньгами в эту профессию обычно не приходят, да? Тем, кто идет в нашу профессию, я хочу пожелать энтузиазма, энергии, позитивного мышления, ну и здоровья, конечно же. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Пусть мама придет». И сегодня мы познакомим вас с братьями: 8-летним Савой, 6-летним Сашей и с 4-летним Женей. Познакомьтесь с двумя братьями. Сава у нас самый старший ребенок. Сава учится в 1 классе. Женя у нас ходит в детский сад, ему 5 лет. У них еще есть брат Саша, средний, ему 6 лет. Сава у нас любит заниматься, ну, как сам по себе творческий ребенок. Любит ходить на робототехнику, посещает кружок шашки.
Сава у нас ходит в садик. Воспитатели им очень довольны. Очень как любознательный ребенок. У Савы и Жени есть брат Саша. Ему 6 лет, и он ходит в детский сад. Саша очень подвижный, спортивный мальчик. На занятиях он с удовольствием выполняет все упражнения, проявляя ловкость и хорошую физическую подготовку. Сава и Женя тоже любят приходить в спортивный зал, потихоньку осваивая тренажеры. Саша пока временно находится не с братьями, но скоро они вновь соединятся. У меня 2 брата, я с ними играю, веселюсь. Сава, когда вырастешь, кем будешь? Строителем. Сава мечтает построить большой дом, где он будет жить вместе со своими братьями, а пока мальчики строят конуру для любимой игрушечной собаки. Лето, это левший, это. Осень так ходит, я так буду опадать. Все хожу, все думаю, смотрю, что завтра маме подарю. Может, куклу, может быть, конфеты. Нет, вот тебе, родная, твой денек, аленький цветочек, огонек. Братья доброжелательные, общительные и дружелюбные дети. Они много играют, с удовольствием ходят в школу и детский сад. Саша очень любит настольные развивающие игры. Он смышленый и сообразительный мальчик, быстро понимает, что нужно сделать, проявляя математические способности. Мы надеемся, что братья Саша, Сава и Женя обретут семью. Близятся выходные, а это значит, что можно отдохнуть, можно прогуляться, так как сейчас стоит теплая погода. А после зайти в кинотеатр и посмотреть хорошее кино. Что идет в кинотеатрах, давайте узнаем у нашей киноафиши. Доброе утро! Уже сегодня в кинотеатре «Лена» начнется показ целых 8 кинолент. Давайте знакомиться с ними. Примечательное событие в отечественном прокате. Сразу 2 фильма о библиотеке Ивана Грозного. Семейная комедия «Грозный папа» и приключенческий экшен «Либерея. Охотники за сокровищами». Создатели последнего приготовили фильм с тайными загадками на манер Индианы Джонса и Лары Крофт. Тихон Жизневский, Алексей Серебряков и Диана Пожарская объединяются, чтобы отправиться в приключения в поисках утерянного сокровища – библиотеки Ивана Грозного. Картина вполне пригодна для семейного просмотра. Комедия «Грозный папа» с Евгением Гришковцом в роли царя. Это новое приключение Ивана Васильевича в современной зрителям реальности. Грозный снова путешествует во времени, на этот раз в Россию образца 2022. В надежде изменить роковое событие в своей собственной жизни царь знакомится с семьей Осиповых, чтобы в итоге помочь им в их невзгодах. Ну и заодно раскрыть тайну своей легендарной библиотеки. На младших зрителей рассчитан сиквел анимационного хита 2019 года «Большое путешествие. Специальная доставка». Знакомый бренд и благоприятная для мультипликационных релизов ситуация на рынке позволяют новинке рассчитывать на опережение цифр оригинальной картины отечественного производства. Кинокартина «Шрамы Парижа», в оригинале называющаяся просто «Ноябрь», рассказывает про реальные трагические события в ноябре 2015 года, произошедшие в столице Франции. Сюжет фильма имеет дело с последствиями террористических нападений, когда соответствующие службы быстрого реагирования встали на уши, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. А любителей жанров ужасы и триллер приглашают на кинокартину «Девушка в окне».
Проблемная девушка-подросток Эми изо всех сил старается пережить личную трагедию – смерть отца. Она подозревает, что загадочный неуловимый убийца, держащий в страхе весь город и главный виновник семейного несчастья – ближайший сосед Крис, недавнее романтическое увлечение ее матери Барбары. Ради семьи и матери она должна убедиться в своих предположениях, чего бы ей это не стоило. Еще один яркий релиз – продолжение культового слэшера «Ужасающий 2». В этот Хэллоуин в городке округа Майлз снова пробуждается древнее зло. Клоун Арт возвращается после воскрешения из мертвых. Чтобы остановить его, девушке с братом предстоит раскрыть секрет Арта и понять, из какого мира он пришел. «Астрал. Реинкарнация» повествует о студенте Луисе, у которого погибает сестра-близнец. На похоронах ему является ее призрак, утверждающий, что брат ее предал и бросил. Парень решает разобраться в происходящем, чем навлекает на себя еще больший гнев потусторонних сил. Картина, кстати, не имеет никакого отношения к американской хоррор-франшизе «Астрал». Ну и, наконец, сегодня, 27 октября, во всех кинотеатрах республики выйдет продолжение нашумевшего телевизионного сериала НВК «Саха Ментаптыр Спутнигом» под названием «Кюн Кыга Кюнней» режиссера Елены Эверстовой. Главная героиня Уйгуна вместе с молодым возлюбленным и младшей дочкой Кюнней приехала в родную деревню. Однако влюбленные не успели как следует насладиться уединением, как гром среди ясного неба малышка пропадает. Девочку ищут, но все тщетно. Всю вину за произошедшее женщина берет на себя. Не она ли в пылу страсти сказала себе, что ради счастья с любимым пожертвовала бы всем? Уйгуна считает, что ее тайные мысли чудовищным образом материализовались. Отец девочки отправляет в деревню бывшего следователя Луку, чтобы он вел собственное расследование. Ответ, как всегда, приходит оттуда, откуда его не ждали. Я напомню, что все эти фильмы вы можете посмотреть в кинотеатре «Лена» уже с этого дня. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. Сегодня Всемирный день аудиовизуального наследия. Аудиовизуальная история народов Якутии хранится в Национальном центре аудиовизуального наследия Республики Саха-Якутия имени Ивана Спиридоновича Жараева. Его фонд является национальным культурным достоянием народов Якутии и частью архива страны. Какие уникальные материалы хранятся в Золотом фонде и с какими достижениями встречает Национальный центр эту дату, мы поговорим об этом с нашей гостьей Анна Пшенникова, главный хранитель фондов ГАО РСЯ, Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, в чем заключается работа вашей организации? Что это аудиовизуальное наследие? Ну, еще раз доброе утро. Я вот являюсь главным хранителем фондов нашей организации. Вот, наверное, немногие знают, да, что есть такой аудиовизуальный архив. Вот вы, например, знаете, что такое аудиовизуальный архив? Я честно не знаю. Ага. Ну, я, кстати, Полине объяснял, ну, примерно, да, я говорю, вот это твой iCloud, облачное хранилище твоих фото и видео, это твое, да, аудиовизуальное наследие. Да, ну вот, действительно, это так, потому что вот в нашем мире уже вот с рождения, да, ну даже не с рождения, а вообще вот с семьи начинается уже история нашего семейного архива, и вот уже, но мы-то являемся специализированным архивом. У нас организация существует уже более 25 лет. Мы в 2021 году справляли 25 лет с момента организации, с момента создания. И мы, наш центр, ну вот, как я сказала, немногие знают, что это архив. И мы в 2000... Это архив каких-то кадров? Да, это архив именно кино-видеодокументов. Это не бумажный архив, они немножко отличаются. Но есть бумажный архив, вот, где хранятся наши документы в Национальном архиве, да, и есть кино-видеодокументов. Это вот наш архив. Но если вот вспомнить историю,
Вот этот архив, он возник не просто так, потому что до создания этого архива, ну вот люди же, ну раньше было кино, да, и первые кинематографисты, вот наши известные, заслуженные ветераны кино, вот чье имя носит Иван Спиридонович Жараева, вот наша организация носит его имя. Это имя было присвоено в 2016 году. И также мы вспоминаем нашего тоже заслуженного кинематографиста, ветерана кино Томского Виссариона Андреевича. Вот они создатели нашего центра. А наш центр носит такое название, ну вы поняли, да? Не поняли, а название у нас такое красивое: Национальный центр аудиовизуального наследия народов Республики Саха-Якутия. Вот что самое уникальное, может быть, какие-то редкие кадры есть? Да, у нас вот когда было создано ну, вот наше учреждение в 96 году, а это был годы таких лишений, ну вот там лихие 90-е годы были, да, и наши вот, когда они создавали, первые документы у нас поступили. У нас-то здесь в Якутии-то не было своих студий раньше. И первые студии, вот наши создатели, они приобрели в Иркутске. Это вот были такие пленки, ну вот не такие современные носители, как сейчас. Бобина? Да, вот как бобина. Это вот на 35-миллиметровой и на, да, они вот на 16-миллиметровой пленке. Вот они были приобретены в 96 году, сразу вот как было создано наше учреждение. И оттуда раньше снимала Восточно-Сибирская киностудия вот, по истории Якутии. И вот оттуда были приобретены вот первые материалы. И они вот у нас составляют ну, наш золотой фонд. Вот нашу сейчас коллекцию. мы видим, наши телезрители тоже могут видеть, и это да. Площадь Ленин, улица Ленин, верно? Вот Да. какого года примерно эти кадры? Бывшая большая улица, кстати. Так, ну вот они 60-х годов, может. Это 8-я школа, а вот это парк. Это парк так выглядел? Или нет? Или да? Столько времени. О, кинотеатр Центральный. Ой, кинотеатр Центральный. Да, вот это вот нельзя не узнать. Да, он был... Когда он был открыт-то? В 42-м году уже, да? Даже был открыт. Скажите, а сейчас до сих пор проводятся процессы цифровки? То есть вот раньше это были аналоговые носители, да? То есть вот, как вы сказали, 35-миллиметровая пленка, да? Кинопленка. Да, да. Сейчас производится работа по цифровке? Да, конечно, сейчас у нас производится. Вот к нам приносят старые видеокассеты. Ну вот помните старые? Да, конечно, они могут приносить. Старые видеокассеты, ну вот, да, ВХС, Бетакам, еще вот, ну разные носители, да, старые, там мини, вот такие кассеты были, и вот оттуда у нас производится оцифровка. А были ли какие-то уникальные случаи, что люди приносили что-то действительно поражающее? Да, люди у нас приносят из личного архива, могут принести. Также мы же, как я сказала, мы же не просто там это учреждение, да, а мы специализированное учреждение. Мы занимаемся хранением, то есть комплектуем наш архив, потом все это учитываем. Эта работа у нас называется учетная. Потом обеспечиваем сохранность этих документов. У нас специальные архивохранилища имеются. И вот у нас есть, кроме вот всего сбора и хранения, мы еще занимаемся выпусками телепередач, то есть телепередач, а также конкурсов, да. И этот у нас был самый первый конкурс, который вот организовало наше учреждение, это в 99-м году. В 99-м году кинолетопись Якутии. И вот тогда самый первый победитель, он принес такой материал. Он, кстати, у нас в списке уникальных. Это первый тюркологический съезд. Это вот ученый принес, да. И он стал победителем.
Здорово. получил, да, грант. Ну, очень интересная тема. Я даже сейчас, у меня родилась идея снять передачу «Испытанно на себе», потому что у меня есть несколько таких бобин старых. Да. Ой, можете, да. Я, наверное, к вам обращусь. Где ты маленький был, да? Нет, это не семейная хроника. Там, ну, дедушка у меня работал на телевидении, поэтому вот у меня есть вот эти... Ну да, можете, конечно. Мы потом же создадим фонд имени вашего дедушки, потому что у нас на фонде сейчас насчитывается около 120 наименований. Можно, наверное, нашим телезрителям тоже сказать, кто-то, может быть, разбирая гаражи, свои сараи, находит и не понимает, какая ценность у них есть в руках, куда им можно обратиться? Ну вот, сегодня такой замечательный день, День всемирного наследия, и я от имени своего коллектива, от имени нашего директора Степана Ивановича хочу поздравить всех жителей республики, весь наш коллектив, вас поздравляю, да, и ну не то что призываю, но вот мы рады будем принять всех. Мы открыты, наш архив доступен для всех. И мы находимся на Семена Данилова, 13. Ну, у нас на сайте есть наши координаты. Можно То есть наши зрители, найти. если у них есть интересные материалы, могут вам принести. Да, и не только зрители, мы работаем также с организациями, с муниципальными образованиями. Ну, все, кто желает, может это принести, потому что мы создаем историю. Это без истории нет будущего. Спасибо вам большое. Прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия! Мы продолжаем освещать самые заметные события. В Якутске открыли памятник выдающемуся организатору и крупному специалисту горнодобывающего и ювелирного производства Якутии и страны Тарасу Десяткину. Монумент появился рядом с домом, где трудился видный государственный деятель. Тарас Десяткин руководил объединением «Якут-Золото» в 70-е и 90-е годы. За это время были достигнуты высокие показатели по добыче золота, введены в действие крупные производственные мощности, такие как Депутатский олово-рудный комбинат и Сарылахский горно-обогатительный комплекс. Ну, это был эрудированный руководитель, которого мы все уважали, ну, можно сказать, иногда побаивались. Он был очень компетентный и всегда, ну, при этом он всегда прислушивался к мнению специалистов. Это был настоящий талантливый руководитель, который прошел, можно сказать, огонь и воды. Он знал все производство, знал экономику. С ним было, с одной стороны, трудно, но с другой стороны очень легко работать. Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии за 2 года стал единым оператором образовательных ресурсов региона. Центр подготовки реализовал проекты регионального и федерального уровня и расширил круг партнерства и зарекомендовал себя как значимый участник в системе регионального образования. Сегодня Центр предлагает населению Якутии бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости», бесплатное обучение малоимущих граждан в рамках социального контракта, выездное обучение местных жителей по рабочим профессиям по проекту «Передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск» в рамках гранта главы республики и много других проектов. Наш ЦОП – это активно действующий, такой творческий, на самом деле, центр опережающей профессиональной подготовки, который связывает между собой рынок труда, различные категории населения, профессиональные образовательные организации, вузы. И в рамках упаковывает образовательные программы, делает образование быстро меняющийся рынок труда, подстраивает их друг под друга. Ну и мы считаем, что это очень правильная и эффективная форма работы. Ну а в Намском районе прошла матчевая встреча борцов Якутии и Кыргызстана. Товарищеская встреча состоялась в 5 весовых категориях. Команду Кыргызстана представили спортсмены спортивного клуба «Изарбек». Сборную команду Якутии представили Александр Авелов, Петр Парников, Денис Максимов, Ариан Гоголев и Сергей Семенов. В весе до 61 килограмма представитель команды Якутии уверенно обыграл члена сборной команды Республики Кыргызстан Дастана Урматбекова. Непростыми выдались схватки
подарки для якутских борцов, лидеров сборной Якутии. Так, юбилейная товарищеская встреча между командами Якутии и Кыргызстана закончилась со счетом 3-2 в пользу команды Киргизии. Товарищеская встреча двух побратимых народов стала заметным не только в спортивной жизни, но и в улучшении международной атмосферы. Очень легко не было, было тяжело. Благодаря Аллаху я победил здесь. Хорошие борцы, хорошо борются. Всем пожелаю всего хорошего, успехов в дальнейшем жизни. В Якутии очень холодно, но теплота отношений не дает мерзнуть нам. Хорошее мероприятие. Вот сегодняшнее ребята отлично поборолись. Это очень большой вклад и бесценный опыт для наших ребят. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Большое спасибо, Надежда. Ну что, друзья, наш эфир подходит к концу. Прежде чем жители города Якутска соберутся выходить из дома, хотелось бы напомнить, что температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила минус 5 градусов, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ветер дует южный 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой снегопад, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду. И днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке минус 2 градуса. Одевайтесь по погоде, бодрого доброго утра и увидимся уже завтра.